Сагам Сарнокласи. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И как я вам говорила, у меня с утра, вообще, любой прием пищи я делаю сначала себе, а потом уже своим домашним. Так, и сегодня у меня такой экспериментальный, наверное, завтрак, можно сказать. Мне вчера... прям очень захотелось чего-нибудь сладкого, что я вот целый день только и думала. К сожалению, у меня закончился вчера шоколад, который я могу поесть, да, без сахара. Заехали в магазин, его там не было. И я боялась сорваться, но вот сладкого очень захотелось. И сегодня, и вчера я еще подумала, завтра утром точно постараюсь сделать лепешку с тыквой. Наше национальное блюдо хингелыш. Так, у меня тут цельнозерновая мука, просто я ее пересыпала в этот кулечек, потому что пакет у меня разорвался. И хочу сегодня попробовать и просто вот таким вот отдельным форматом его выпустить, чтобы вдруг на правильном питании там будут открывать или рекомендовать, может быть, будет YouTube, да, поэтому просто вот у меня будет такой экспериментальный ролик. Просто пока быстренько. Значит, тыкву можно запечь, но я отварила. Всегда отвариваю, не знаю, вот. Мне много пишут, что почему вы не запекаете тыкву, когда вот делаете хингелыш. Я по привычке. Так, значит, пока, как я говорю, эксперимент. 250 грамм муки, взяла 200 миллилитров кефира. Я просто, почему решила так сделать, потому что у меня хлеб цельнозерновой или из ржаной муки обычно идет по рецептуре. И делаю его на кефире, в духовке. Но я как-то решила, а может быть вот на кефире сделать наши ольгиш национальные, да, по идее, какая разница. И попробовала, мне очень понравилось. Сейчас я вам покажу кусочек, который у меня еще уже есть. И решила, если получается такая лепешка ольгиш, вот, почему бы не сделать и хингелыш, и лепешки с тыквой. Потому что иногда нам можно утром на завтрак, какие-то тортики у нас по рецептам есть, какие-то кексики. Я небольшой любитель тортиков, вы это знаете примерно, кто у меня со мной. Сюда я добавлю просто вот немножечко. Тыква я попробовала, она сладенькая. И, друзья, если долго не есть сахара, я как-то видела ролик один, то потом кажется все сладким. Я этому не верила. Вы не поверите, я давно же тоже, уже 3-й месяц не ем вообще сладкого сахара, ничего, кроме вот этого вот горького шоколада. Не меньше 72%. Вот такую вот шоколадку. Мне все-таки сын вчера вечером купил. И вы не представляете, насколько вот тыква, я вот сейчас добавила сахарозаменитель, у меня вот такой. Если бы раньше я попробовала эту тыкву, она бы мне казалась не сладкой. Но сегодня я чуть-чуть попробовала, даже без этого сахарозаменителя, она мне казалась такой сладкой. Я крайне редко добавляю сахарозаменитель, я вообще им не пользуюсь. Он тоже, мне кажется, не есть хорошо. Мне дочка еще один сказала: мама, сахарозаменитель, вообще говорят, тоже вреден. Поэтому посмотрим. Но иногда вредно-то много чего всего, да. Просто все равно добавлю, чтобы вот именно охота сладкого вот на данный момент, я не знаю, я просто действительно боюсь сорваться, что вот не надо как-то перебить эту охоту сладкого. Вчера сказала своему админу на марафоне, можно ли я вот так вот сделаю. И с ее легкой руки она разрешила. Решила сегодня сделать и вот такой вот эксперимент. Она хотя говорила, что пришлет какой-то свой рецепт, но она его так и не прислала. Я решила сделать его так. Значит, посмотрим. Я просто поделила
то, что тесто я как раньше делала, посмотрим. Так, достану соду. И будем делать. Так, кольцо сниму. Значит, вот так вот. Обычно как я делаю? Наше тесто обычное. Попробуем. Лепешку я просто так делала. Немножко муки насыплю, кефирчика и вот так вот. Но вот для того, чтобы показать вам, все-таки надо как-то, вдруг еще кто-то будет делать, определенность какая-то должна быть. Ну вот стакан кефира налью, щепотку соли и так щепоточку, наверное, соды. Ну пусть будет чуть меньше чайной ложечки. Ой, пол чайной ложки, даже 1/4 чайной ложки. Попробуем замесить наше тесто. Так. Вот, начав питаться на правильном питании, я, конечно, очень много смотрю разных. Я даже уже никого не смотрю, кроме моей, можно сказать, уже подруги, да, Зинаиды Копьевой. Кроме нее больше никого не смотрю. Можете себя проверить. Просто смотрю уже врачебные какие-то, диетологов, кто что рекомендует. Смотрю, ну, раз мы посмотрели, то YouTube же начинает рекомендовать именно по этому профилю, да. Смотрю разных женщин, которые похудели, которые что-то предлагают. И уже практически целый день у меня, ну, что-то делаю. Когда смотреть некогда, то просто ставлю какие-то лекции диетологов, врачей. Понемножечку прислушиваюсь для себя. Но пока мне ничего не надо, да, и рецепты смотрю. Просто пока я на марафоне, она нам, меню я вам уже говорила, меню нам уже сама готовое отдает. Поэтому пока заморачиваться с готовкой мне не нужно, но мне все-таки некоторые блюда в марафоне не нравятся. Хотя нам разрешают, вот если нам понравилось какое-то меню одного дня, вот день на день поменять разрешается. Но взять, например, обед с одного меню, завтрак с другого меню, ужин еще с третьего, вот это вот нет. А вот именно если вот какой-то день определенный понравился, то день на другой день поменять можно. Ингредиенты можно поменять, там мясо можно поменять на печень или еще на что-то. Вот это вот не возбраняется. Поэтому, когда на первом марафоне была, она еще была немножко недовольна, когда мы могли поменять, да, меню. А сейчас уже у меня 3-й марафон. Сейчас уже к нам не так строго, можно сказать. Поэтому, ну, я не меняла, я иду. Нравится. Я просто сейчас, знаете как, смотрю вот и записываю. То, что мне нравится, понравился, какое-то блюдо понравилось, я его отдельно даже в тетрадку записываю, чтобы мне его потом не забыть, не искать. Бывают времена, что и телефона под рукой нет, или еще что-то, или не можешь открыть. Много чего. У меня вот рекомендации, которые были зимой, когда я тоже была на правильном питании, вот мне очень... Там были очень хорошие рекомендации, я теперь их удалила нечаянно и уже не могу их снова вот посмотреть кое-что, там много чего было интересного. Так, значит, на 200 миллилитров муки много больше не надо. Ну все, мне кажется, тесто мое готово, я его уже не буду больше перемешивать. Муку потом взвешу для вас. Сейчас руки помою. Так, поставила сковороду разогреваться, блинницу мою. И теперь буду делать здесь. Ну, уже как-то рассчитать, что, чего и как я тут не смогу, конечно, потому что я этого делать не умею. Но я сделаю просто на глаз. А кому там интересно, если кто-то на правильном питании смотрит, они могут рассчитать. Так. Просто я не знаю, как поведет себя это тесто.
потому что оно из цельнозерновой муки, я никогда из него ничего не делала, кроме вот, как я сказала, эти ольгищ. Теперь хочу попробовать. Так-то еще у меня была задумка. Так, попробуем аишкиной скалкой. Потому что хингулаш вообще-то у нас бывает из тонкой. Лепешки должны быть, тесто должно быть тонко-тонко. И, наверное, я все-таки тесто взяла слишком много. И так, когда я замешивала тесто, еще думала, может быть, яйцо добавить именно в это тесто, чтобы как-то... Ну, ничего, вроде бы оно раскатывается хорошо. Просто нужно... Наверное, только один такой я смогу съесть. Я хотела 2 сделать, но 2, наверное, будет много, мне кажется. Вот я ее не спросила, какое количество теста мне можно. Хотя я же больше ничего не ем на завтрак. Мне кажется, можно даже 2 сегодня себе позволить. Сейчас посмотрю. Может быть, спрошу. Ну, нет, рано еще. Она не ответит. Сейчас очень рано. Я хочу своим тоже на утро сделать. Вчера они увидели, что я тыкву не они, а старший сын увидел, что я сварила тыкву. И говорит, что будет у нас хингулаш. Я говорю, ну, завтра. Сегодня, конечно, не будет. Так что утром ему тоже до работы. Ну, хорошо раскатывается тесто сюда, и ничего, в принципе, не надо. На вкус вот цельнозерновая мука мне очень нравится. Ржаная, честно вам признаюсь, вот даже ржаной хлеб мне не очень-то понравился. А вот цельнозерновая, да, мне очень понравилась. Так, ничего, я довольна. Петухи мои вас приветствуют, как всегда. Обязательно этот петушок выскочит из сетки. Так-то они у меня далеко. Вот, с собой берет несколько курочек. Вот они у меня убежали, крылья я им не пообрезала. Так, ну все, больше тоньше не буду делать. Я боюсь, уже будет рваться тесто. И положим нашу начиночку. Вот. Ну, сегодня я утолю жажду своего сладкого. Вот этих хингулаш, конечно, я очень обожаю. И действительно очень много. И зимой мы их печем, едим. В моей семье вообще много мучного, наверное. Я на этом и поправила. Не наверное, а да, я поправилась на этом в большинстве случаев, на этих углеводах, на выпечке, именно нашей национальной выпечки. Потому что, как я сказала, сладкое это я не очень-то люблю и практически крайне редко даже готовлю тортик или еще что-нибудь такое. Так, ну тесто рвется все-таки, да? Ну и чего? Попробуем вот так вот. Мне кажется, наверное, только эту одну я и смогу съесть. Она большая. Лепешечка из нее я сделаю обычный тоже. Вот хлебушек сделаю и, наверное, заморожу, потому что того у меня тоже слишком много. Мне кажется, можно будет и заморозить это тесто. Какая разница, да? Ну, вот сейчас посмотрим, как получится моя лепешечка. Так, сковорода видна. Сковорода мала для такой большой лепешки. Надо было мне побольше, которую поставить. Ну ничего. Так, ну ждем пока. Так, ну с одной стороны она уже пропеклась. Перевернем. Так, обычно для обычной белой муки, то нужен огонь, чтобы был
прям сильно. Я тут немножко убавила, потому что оно все-таки лепешечка потоньше, чем с белой муки. Сейчас маслице возьмем. Так, ну все, лепешка наша готова. Сейчас посмотрим, что из этого получилось. В принципе, ее можно, кто хочет, чтобы она была. Она и так мягкая. В кипятке немножко, но я не люблю. Я даже обычные свои в кипяток не макаю, не окунаю. Теперь смажем сливочным маслом и с чайком. Вот жалко, я не знаю, мне можно одну или две. Но по ходу посмотрю. Наверное, еще овощей просто отдельно поем, потому что, конечно, от этой одной лепешки я на завтрак не наемся. Вот жалко, я ее не спросила, что мне можно еще кроме этого. Потому что завтрак должен быть сытный. Ну, просто показала, вдруг кому-то понравится такая лепешка вместо сладенького тортика. Сейчас я попробую и скажу вам, какая она все-таки на вкус. Стоит ли ее делать. Тоже, конечно. Я даже дома не пекла это все время, чтобы мне не хотеть. Хотя меня просили. Так, ну все. Вид, конечно, не очень красивый у нее, как у обычной белой муки. Так, микрофон сняла и болтаю. Так, ну все, сейчас попробую. Так, могу вам сказать, что это очень вкусно. Действительно, конечно, не так вкусно, как из белой муки. Но все равно вот сладость тыквы. В принципе, как я сказала, можно было, наверное, даже не добавлять подсластитель. В следующий раз, когда я буду делать, я больше его не буду добавлять. Именно вот сейчас, после того, как я долго не ела сахар, мне кажется, уже вот даже просто тыква сама по себе очень сладкая. Вот даже не надо добавлять заменитель сахара. Сладость своей тыквы вполне достаточно. Ну все, друзья, этот ролик я сейчас закончу. А следующий, наверное, будет хинглыш из обычной муки. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот, как-то так сегодня у нас.